сейчас будет. Приветствие приглашается. Команда УФСИН, команда БКК. Звучат Государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Можно начинать? Доброго хоккейного вечера, Республика Башкортостан. Башкирская хоккейная лига возвращается на малую арену Уфа-арена и скрасит наш воскресный выходной день противостояния УФСИН и хоккейный клуб БГК. УФСИН в белых цветах предстанет сегодня, а БГК в зелено-синих. Такие цвета, конечно же, напоминают форму Салавата Юлаева. И, по-моему, если память мне не изменяет, раньше в очень похожей форме выступал наш основной и всеми любимый хоккейный клуб, который продолжает покорять сердца из сезона в сезон и всегда который собирает аншлаги на большой арене Уфа-арена. Но пока мы с вами не на большой арене, а на малой арене, и тем не менее матч от этого неинтересным не станет. УФСИН номинальный хозяин встречи.
Вратарь команды Валишин Вильдан, 30 номер. Игроки. Номер 7 Рэпш Игорь, 10 Андрей Кочетков, 13 Евгений Столоин, 19 Князев Андрей, 24 Горбунов Андрей, 33 Горбунов Артем, 36 номер Пупшев Павел, 41 Курбанов Григорий, 43 Муфтахудинов Антон, 55 Мальевский Александр, 80 номер Гильванов Артур и 91 номер Тагиров Азат. Это полная заявка УФСИН на сегодняшнее противостояние. Внимание, Столовин с шайбой, но не бросает он сильно поворотом, а скорее нанес разведывательный бросок низом, и на месте Дмитрий Корнилов, вратарь команды БКК. К слову о номинальных гостях. 87-й, 88-й Дмитрий Корнилов, 4-й Асадулин Руслан, 6-й номер Хисамудинов Денис, 8-й номер Калач Станислав, 9-й номер Казаков Николай, 13 номер Озеров Андрей, 17 номер Габдулин Владислав, 18 номер Усманов Рустам, 20 номер Пихенько Олег. Внимание, гол 1-0! Первый бросок поворота в исполнении БГК, в исполнении Дениса Хисамудинова. Только мы его представили вашему вниманию. Оканчивается заброшенной шайбой в дальнюю 9. И ничегошеньки здесь не мог поделать такой мастеровитый вратарь, как Вильдан Валишин. Есть быстрая шайба в этом матче. И не прошло даже 2 минут с начала противостояния. И вот так вот лихо начинает БГК. И готовит тем самым, готовит сенсацию, возможно, потому что УФСИН в последний раз проигрывал только в прошлом году, в декабре. Так вот, продолжим знакомиться с номинальными гостями, а вось и вторую шайбу забьют такими темпами. 20-й номер Пихенько Олег, 21-й Габидулин Наиль, 42-й Вербин Сергей, 52-й Петров Валерий, 63-й Гайсин Венер, 75-й Мухаммед Гореев Ильдар и 83-й номер Мустафин Ренат. Вот полная заявка команд на сегодняшнее противостояние. Для вас во всей красе эту встречу осветит творческая бригада в лицах оператора Татьяны Зотовой и режиссера Анатолия Зотова. А голосом трансляции станет Илья Антипин. Столовин вновь заходит в зону, находит Гильванова. Гильванов не спешит, отдает передачу под синюю линию. Не то, что и теперь может набирать ход Казаков, но не пойдет он за шайбой, а предпочел смениться. Тоже верный шаг, не рискованный, проверенный. 1-1. Недолго музыка играла, недолго БГК вел в счете. И Григорий Курбанов хладнокровно в ближнем бою переиграл Дмитрия Корнилова. Казалось, Дмитрий полностью перекрыл низ. Шайбе некуда деться, кроме как удариться об щитки и выйти в поле. Но как эту лазейку нашел Григорий Курбанов, трудно догадаться. Это, конечно же, нужно видеть глазами автора заброшенной шайбы. Жалко, что пока в БХЛ нет такой опции, как камера GoPro на игроках или на судьях, потому что, внимание, продолжит после этой атаки еще один бросок, еще один, и двойное подряд спасение на сей раз совершает Корнилов, дважды подряд отражая бросок в сторону. Как уж на сковородке крутится Артур Гильванов, шайбу для своей команды сохраняет. Еще один бросок поворотом. И странно, что ни один из защитников БГК не принял на себя этот дальний бросок, но тем не менее на месте голкипер, и вновь он сыграл выше всяких похвал. Тагиров уходит за ворот, ищет продолжение атаки на пятаке, почти находит это самое продолжение, но номинальные гости отбиваются. Озеров уходит за ворота, 2 13-х номеров сталкиваются в борьбе за шайбу, и в этом микродерби при поддержке партнеров одержал победу Андрей Озеров. Хотя Евгений Столовин был очень близок к тому, чтобы эту шайбу, соответственно, отвоевать себе. Рэпш входит в зону, это защитник команды УФСИН, но он также может сыграть в атаке, так же успешно, как и в защите. И отложенный штраф сейчас будет в составе УФСИН, а может и не будет, если хоккеисты в зеленых цветах возьмут, да и забьют, почему бы и нет, особенно когда
На одного игрока больше у них сейчас. И есть касание. Хоккеиста УФСИН. Горбунов Артем, если я не ошибаюсь, выбрасывает шайбу. Нет, прошу прощения, Павел Пупшев. Выбросил шайбу подальше от ворот. И удаление в составе УФСИН. И негодует по этому поводу Рэпш. Не согласен он с арбитром и пытается навязать свое мнение, пытается доказать, что никого он не трогал. А если трогал, то по букве закона. Но арбитры свое решение не меняют. Вернее, в хоккее очень редко меняют. Но это крайний случай, когда отправляются на видеопросмотр и проверяют наличие шайбы в воротах. А так удаление никогда не отметить. На то он и судья. Внимание, БГК в зоне. УФСИН. Бросок в касании поворотом в угол. Валишин даже не вступил в игру, потому что бросок оказался неточным. Пихенько с шайбой. Хват у него правый, но не стал бросать поворотом. Еще один момент. Валишин на месте. Еще бросок. Гол 2-1. 2-1. И вновь БГК выходит вперед. Габидулин буквально насквозь прошивает соперника. Ух ты! И вот так вот, если мы привыкли в матчах БХЛ наблюдать за смиренной игрой, игроки почти не спорят, то тут с первых секунд, посмотрите, спорят игроки друг с другом, но, внимание, а не будет второй шайбы. Потому что, судя по активным движениям капитана УФСИН, коим является Антон Муфтахудинов, за толчок соперника кружкой баллом штрафа наказан Владислав Габдулин, номер 17 команды БГК. вот так вот. Вот такое решение принимают арбитры. А мы вам говорили, что могут они менять свои решения крайне редко, только в случае взятия ворот. И что мы видим? Только отпраздновали успех хоккеисты БГК, но в момент эта шайба отменена, потому что перед взятием ворот был толчок соперника в спину. И вместо 2-1 мы еще увидим формат 4-4. И сейчас идут разбирательства, кто же в итоге нарушил правила и находит виновного. И, как ни удивительно, автор заброшенной шайбы отправляется на скамейку. Владислав Габдулин, и как он реагирует на это удаление, как он громко захлопывает дверцу штрафного бокса. Но мы понимаем эмоции, потому что казалось, все, счет 2-1 в пользу твоей команды, а сейчас еще и УФСИН не забивает, и Рэпш полный сил появляется на льду. Сил у него сейчас хоть и добавляй, и мотивации забить еще больше, и бросок могучий нанес Антон Муфтахудинов, но на месте Дмитрий Корнилов. Сумел он ловушкой зафиксировать шайбу и предотвратить взятие ворот. УФСИН находится прямо сейчас на промежуточном первом месте. На 1 очко опережает он Транснефть, у которой на одну игру меньше. И, внимание, Хисамудинов набирает ход, и в меньшинстве БГК умеет атаковать, но пас прерванный. Валишин отражает неприятный выстрел от Дениса Хисамудинова. И, к слову, почему БГК так заряжен на эту схватку? Потому что в случае победы смогут забраться на 3-ю позицию. Поэтому много сегодня интриг, и УФСИН хочет закрепиться на 1-й позиции, и БГК хочет поскорее расстаться с 4-м местом и отправиться на бронзовое 3-е. И пока видим, игра у нас равная. Тагиров режет угол, бросает поворотом, но не точно. Но зато передача доходит до Столовина. А тот так и норовит уйти за ворота, но Петенько ему не позволит это сделать. В итоге Столовин отдает на Тагирова. У Тагирова, к слову, классный бросок с правой руки. Князев набрасывает на ворота и забивает 2-1.
Вот они чудеса хоккея, особенно любительского. 2 секунд не хватило БГК, чтобы выстоять в меньшинстве и, по сути, почти параллельно с взятием ворот возвращается на лед Владислав Габдуллин. А не заметь арбитра прошлое нарушение. Тогда уже совсем другой рисунок игры мы с вами увидели. БГК вел бы в счете 2-1, а не УФСИН. Но лидер на то и лидер, что наказывает за такие моменты и редко прощает. Еще одно удаление будет в составе БГК. И удивительно, что продолжают удаляться хоккеисты в зеленых цветах, потому что УФСИН умеет реализовывать большинство. Только что они это показали. И только отмучились в меньшинстве, как вновь придется играть в формате, когда имеешь на одного хоккеиста меньше. Гайсин отправляется на скамейку. И более того, не совсем нужное нарушение заработал Венер. Абил Карамович задержал соперника руками, он в зоне атаки, хотя можно было обойтись и без этого, потому что не было голевой перспективы у БГК и, соответственно, опасного момента не было бы. Но, опять же, сослагательного наклонения в истории нет, а значит, имеем то, что есть. УФСИН в целом после пропущенной шайбы забрал инициативу, сравнял счет и после второй заброшенной шайбы так и норовит укрепить преимущество. УФСИН вторая команда с атакующим потенциалом, только Транснефть больше забивает. И УФСИН очень любит забивать много, потому что на данный момент 11 матчей за спиной у лидера БХЛ и 58 шайб было заброшено в этих матчах. Сумасшедший показатель, но и про оборону УФСИН также не забывает. Всего 16 шайб пропустили они от соперников. Это вторая оборона в лиге. И вот, дорогие друзья, для УФСИН это 12-я встреча. На данный момент, если лидер сегодня одерживает победу, то наберет 32 очка. У Транснефти остается 28, и в случае 2 викторий вернут первую строчку. А тем временем вновь Хисамудинов Денис оказывается на острие, но выход 1-0 не сумел он реализовать. И, внимание, отбор, и теперь встречный выход 1-0, и не переигрывает Тагиров Дмитрия Корнилова. Тот грамотно сыграл джокером. Еще один бросок в дальнюю девятку. На сей раз от Сергея Вербина. И если в первом самом эпизоде Валишин Вильдан пропустил такой бросок, то сейчас сыграл ловушкой выше всяких похвал. БГК в случае сегодняшнего триумфа в основное время наберет 15 очков и на 1 пункт будет обгонять АО БЭСК. И, как мы уже говорили, потеснит тем самым эту команду с 3-й позиции. Более того, БГК на кураже. Недавно переиграли они со счетом 5-0 Уралец. А мы напомним, что Уралец на данный момент действующий чемпион башкирской хоккейной лиги. И переиграть его честь. Внимание, вот есть момент у хозяев. Для того, чтобы забросить вторую шайбу, есть короткая передача и бросок, но оказывается совсем не точным. И набирает ход Андрей Горбунов. У него прекрасная работа коньком, прекрасная стартовая скорость. И в неудел почти он оставил Владислава Габдуллина, но не стал сам идти на ворота. Есть наброс на ворота, есть добивание. И дважды подряд Дмитрий Корнилов выручает свою команду. И еще раз на месте Дмитрий. Вновь играет ловушкой и вновь играет здорово. В целом, что объединяет БГК и УФСИН, так это то, что в прошлом туре разгромили они своих оппонентов с одинаковым счетом 5-0.
Если, как мы только что сказали, от рук БГК пострадал Уралец, то от рук УФСИН пострадал Баш РТС. Но игра была не такая простая между этими коллективами, потому что первые 17 минут завершили со счетом 0-0, ну а во втором и третьем периоде класс, конечно же, сказал свое слово и 3 очка отправились в копилку УФСИН. Как думаете, какое еще есть достижение у этого замечательного коллектива? УФСИН стал первой командой в БХЛ, который нанес поражение могучей Транснефти. И получилось это сделать по буллитам. Транснефть мы знаем как супер атакующую команду, которая громит всех и вся. По ходу регулярного чемпионата ни разу она сопротивления не встречала, кроме как в первом круге против УФСИН, когда Транснефть только под конец встречи сумел забрать свое. И вот УФСИН нашел ключик, как играть против фаворита, и красиво его переиграл. Не знаем, как отразится это на уверенности Транснефти, но, наверное, почти никак, потому что и УФСИН, и Транснефть обладают в обойме потрясающими хоккеистами, которые индивидуально очень сильные, и наверняка многие из них ранее пробовали себя в форме Салавата Юлаева, но по определенным причинам не сумели они закрепиться в большом хоккее. Но зато здесь, в башкирской хоккейной лиге, они демонстрируют красоту и уверенность. Минута у нас остается до конца первого периода, и не все так просто в этом матче для УФСИН. Наверняка многие болельщики ожидали проходного матча для лидера, но, опять же повторюсь, БГК будет биться до конца и, соответственно, сделает все, чтобы как минимум отобрать 1 очко у лидера. Ну а получится это сделать или нет, конечно, все зависит от них. Едва вновь Горбунов не выскакивает на свидание с Корниловым Дмитрием, но переиграть защитника он не сумел. 7 секунд остается до конца первого периода. Этого времени вполне достаточно, чтобы нанести один разящий бросок. Но нет, хозяева отбиваются, и мы уходим на перерыв со счетом 2-1. Возвращаемся на лед малой арены Уфа-арена, и здесь продолжают выяснять отношения башкирская генерирующая компания против вместе с УФСИН. И есть первый бросок во втором периоде, и точно так же БГК начинает эти 17 минут игрового времени с атаки, с броска. И если в начале первого периода удалось первым броском распечатать Вильдана Валишина, то сейчас это сделать не получилось. Но не все окончено для хозяев, потому что начинают они этот период в большинстве, и отправляется на скамейку штрафников Антон Муфтахуддинов.
УФСИН в этом матче уже забивал при игре в неравных составах. И БГК тоже имел возможности для взятия ворот в большинстве, но немного не хватило этому коллективу, чтобы забить. И вот еще одна попытка отличиться в неравных составах, имея на одного хоккеиста больше внимания. Есть выигранное вбрасывание, передача на Вербина, тот смещается к борту, и не самая лучшая передача, потому что почти прервал ее Тагиров, не торопится с розыгрышем большинства и подбил сейчас Хисамудинов своего товарища Габидуллина Наиля, так, по крайней мере, показалось здесь, или же нет, или бросок заблокировал защитник. УФСИН, да, так оно и есть, вбрасывание в зоне гостей, а это значит, что бросок оказался заблокированным. Внимание, Хисамудинов отдает направо на Олега Пихилько, и тут, внимание, как бы шайбу не потерять, и Тагиров обкрадывает соперника, 2 в 1 выход, внимание, бросок, касание, и немного удачи не хватило Гильванову, чтобы ошарашить Дмитрия Корнилова, и вот, казалось, все спокойно в розыгрыше большинства. Держит ситуацию под контролем Хисамудинов, но не тут-то было. Очень кусачая нападающий у УФСИН, и опять-таки в первом периоде я отмечал скорость этой команды. Вот он перехват, вот он выход в чужую зону, и какой опасный он был. 40 секунд тем временем до появления Хисамудинова на площадке. Еще один наброс на ворота, неточное внимание, выкатывается из-за ворот, и вновь у нас эмоция накаляются, потому что хоккеисты УФСИН горой стоят, завалишены и агрессивно поговорили соперники друг с другом на повышенных тонах, и, к слову, вновь сталкиваются Габдуллин и Репши, и благо арбитры держат планку допустимую эмоций, потому что все мы понимаем, это не профессиональный уровень, здесь многие приходят играть в свое удовольствие, но опять же, хоть это и любительский хоккей, но тем не менее, это турнир, в котором каждому хочется выиграть, а не просто приехать, покататься, да, уехать. Мы все прекрасно помним, какой первый сезон провела башкирская хоккейная лига, и какое красочное награждение было на основной УФА-арене, и какой золотой дождь был посвященный победе уральцы. Любо-дорого играть в такой лиге, и, конечно же, каждый хочет испытать сумасшедшие эмоции от победы. Внимание, вновь Хисамудинов, и можно бросать с кистей, Валишин отражает бросок перед собой, есть добивание, и гол! 2-2. Вновь у нас равенство на табло, и Вербин оказывается в нужном месте, в нужное время, чтобы затолкать вторую шайбу в ворота Вильдана Валишина. И не смутило Сергея Геннадьевича то, что плотнейший трафик был на пятачке, шайба все равно нашла лазейку в воротах Валишина, и получите, распишитесь. 2-2. И активная поддержка УФСИН на трибунах. В целом у лидера БХЛ много болельщиков, и каждый матч с этой командой настоящий праздник, потому что и плакаты приносят болельщики, и кричалки уже отработанные есть у них, и все это, конечно же, делает атмосферу хоккея только ярче, только круче, но и какой адреналин в этот момент получают игроки, потому что в тишине, согласитесь, играть совсем не камильфо. Устремляется по борту тем временем Николай Казаков, но не сумел забрать шайбу, более того, еще и клюшку в борьбе потерял. И вот он, Тагиров, вот его скорость, режет угол и бросает ближний угол, и вновь на месте Дмитрий Корнилов, вновь он дважды подряд выручил свою команду, но атака не завершена. Вновь Тагиров делает передачу на партнера, дальше на штангу, ай-яй-яй-яй-яй. Не попал в незащищенный угол Антон Муфтахудинов, хотя Дмитрий Корнилов уже не закрывал ближний угол, так как не поспел он переместиться из дальнего угла в ближний, но зато сейчас здорово играет Дмитрий
отреагировал он на рикошет, и вот оно, очередное спасение голкипера БГК. Пока ни в чем не уступают хозяева в движении гостям, абсолютно равная игра, и неудивительно, что равный счет у нас на табло. Лигу УБХЛ равная. Если в прошлом туре башкирская генерирующая компания разобралась с уральцем 5-0, то в позапрошлом туре не сумела сдержать сопротивление БЭСК. И 3-1 проиграли хоккеисты БГК, и 3-2 проигрывают они сейчас, потому что Князев вонзает шайбу от синей линии, и второй похожий гол пропускают хоккеисты БГК. Вновь идет бросок от синей линии, и никто из игроков почему-то не блокирует его, и почему-то каждый раз защитник у УФСИН, находящийся на синей линии, оказывается один, никто на него не выдвигается. И, конечно же, хоккеисты УФСИН пользуются таким преимуществом сполна. 3-2 вновь УФСИН впереди, и в среднем за матч лидер забивает в ворота соперников 5 шайб. Для того, чтобы повторить эту славную традицию, осталось забить 2 шайбы. Тем более с обороной у БГК не всегда полный порядок. Есть на счету и разгромное поражение у этого коллектива. Но эти поражения случаются редко. Стоит отметить, что это уже второе противостояние между этими коллективами. И первую дуэль уверенно забрал УФСИН со счетом 5-1. Опять же, в первом периоде между этими командами была равная борьба, и УФСИН забрал первый период только со счетом 1-0. Но затем опять второй период все решил. УФСИН забросил 3 безответные шайбы и обеспечил себе победу по итогам уже 34 сыгранных минут. Но БГК не ушел без гола престижа. И какая борьба у нас вновь! На дальнем борту обменялись хоккеисты любезностями. Каждый друг друга ткнул руками, да и разъехались. Так и должно быть на самом деле. На хит нужно отвечать своим хитом. И Валишин! Какое спасение! 30-го номера УФСИН не смутил Вильдана, неприятнейший рикошет. Шайба резко изменила траекторию и отправилась в противоположный угол, но сумел руку вовремя прижать к себе Валишин и шайбу намертво зафиксировать. Браво, Вильдан! И еще одно потрясающее спасение на счету вратаря УФСИН. Только... Ух ты! И шайба едва к нам, нашу комментаторскую, не прилетела. Изначально хотел я ее поймать, но потом вспомнил, что такой снаряд лучше без экипировки не ловить. И более того, не просто так она была выброшена. Рэпш переусердствовал в игре в обороне и ненароком выбросил ее на трибуну. За это в хоккее, конечно же, выносится 2-минутный штраф. Но УФСИНу не мешает и в меньшинстве атаковать, потому что есть вездесущий Тагиров, есть на подхвате Артур Гильванов, но Гильванов не стал с Тагировым вдвоем штурмовать оборонительные ряды БГК, а наоборот сделали в первую очередь упор на убийство временем в меньшинстве, спокойно раскатывали шайбу по всему периметру арены. И классная передача, еще классное спасение. Дмитрий Корнилов плечом отразил он бросок. Такие спасения особенно важны для вратаря, потому что в любом виде спорта, футзал, футбол, хоккей, мертвой точкой для голкипера считается точка между головой, точнее между боковой лицевой частью и плечом. И не всегда ты успеешь вовремя подстроиться под бросок так, чтобы отразить
Его причем, но честь и хвала Дмитрию Корнилову, что сумел совершить классное спасение. Необходимо еще вступать в игру Дмитрию Евгеньевичу. И вновь он делает это просто потрясающе. И оставил Горбунова с носа. Чем ответит БГК? Несмотря на то, что этот коллектив играет в большинстве, только сейчас вошли они в зону и бросили поворотом. Но Габдуллин не сумел огорчить Вильдану, но атака еще не закончена. Внимание, есть попытка броска с неудобной руки, есть закрытие синей линии Хисамудинова. Еще один бросок поворотом, и еще одно классное спасение Валишиным. Да что ж такое, и продолжаются у нас эмоции на льду, и опять что-то не поделили между собой Владислав Габдуллин и капитан УФСИНа Антон Муфтахудинов. Но эмоции порой зашкаливают, ведь это хоккей. Это всегда эмоции. И хорошо, когда они выплескиваются хотя бы так. Плохо без волнения выходить на лед. Это значит, что человеку безразличен на результат, безразличен в целом на игру. А такого быть не должно. В любом возрасте есть небольшой мандраж перед выходом на лед. И важно этот мандраж трансформировать в удачную игру. Потому что когда ты чувствуешь легкий мандраж, то у тебя ненароком больше получается. Внимание, бросок поворотом и вновь на месте. Валишин вновь намертво он зафиксировал шайбу и ничегошеньки не позволил сопернику сделать на добивание. Плотность в турнирной таблице относительная только в середине башкирской хоккейной лиги. Только послушайте, у УФСИН на данный момент 29 очков. Понятное дело, что если мы берем таблицу в режиме реального времени, то у лидера 32 очка. У Транснефти, у которой есть еще игра в запасе, 28 очков. А дальше, внимание, у БЭСК 14 очков, то есть отставание от второго места те же 14 пунктов. И БГК 12 очков. Настоящая пропасть между серединой и лидерами сейчас башкирской хоккейной лиги. Дальше идет Уралец, который набрал 9 очков и расположился на сегодняшний день на 5-й строчке. И ООО Баш РТС с 4 очками, располагающийся на 6-й позиции. Но, опять же повторюсь, на результаты регулярного чемпионата нельзя прям на 100% быть уверен. Внимание, момент, и можно забирать еще одну шайбу, но нет. Не попадает поворотом игрок УФСИН. И, внимание, еще один наброс в сторону ворот. И на месте Корнилов. Вновь играет уверенно и надежно. Так вот, регулярный чемпионат в любом случае завершится. Будут зафиксированы определенные результаты. Давно уже понятно, что УФСИН и Транснефть только борются за первые позиции. И дальше только возникает вопрос, кто займет 3-е место башкирской хоккейной лиги. Но все мы помним прошлый сезон, как Уралец, внимание, бросок опасный поворотом от Гильванова Артура, и снова на месте Дмитрий Корнилов. Вратари сегодня играют просто потрясающе. И Валишин, и Корнилов. Команду уже давно должны были перевалить за 5 забитых шайб, но голкиперы творят чудеса, как и сейчас сыграл Корнилов. Еще один бросок поворотом, но Рэпш в створ ворот не попадает. И еще один бросок, и вновь Корнилов творит чудеса, распростался на льду голкипер башкирской генерирующей компании и щитком уже лежа отразил бросок в сторону. Гильванов отдает передачу на партнера, и вновь Корнилов. Ловушка отражает выстрел в сторону и не позволяет Столовину еще раз отличиться. Выходит шайба за пределы зоны. Заметил этот факт Тагиров. И еще одна у нас стычка назревает. И вновь главным ее лицом становится Рэпш. И на сей раз он уже спорит не с Владиславом Габдуллиным, а с Ильдаром Мухамедгареевым. И оба за такие разговоры отправляются на скамейку штрафников. И очень горяч хоккеист под 7 номером на скамейке штрафников. Он продолжает что-то высказывать в адрес соперника. И
Арбитр уже показывает. Давайте будем поспокойней. Давайте будем играть без лишних эмоций, потому что характер игры не провоцирует на стычки и на горячий спор. Внимание, есть момент на третью шайбу. У БГК здорово в центр. Выскочил Наиль Габидуллин, но опять Валишина переиграть не получилось. Вильдан снова занял правильную позицию и намертво забрал очередной бросок. 40 секунд тем временем остается до конца второго периода. 3-2 впереди УФСИН. Очень скользкий перевес, который в каждую секунду может умножиться на 0. Один точный бросок БГК, и мы вновь начнем все с чистого листа. Равная игра, и исход финальный предсказать практически невозможно. Да как практически? Так оно и есть. Невозможно сказать, кто сегодня одержит победу. И Кочетков Андрей набирает ход, ушел от одного, от второго сделал передачу на Горбунова, но шайба до последнего не дошла, потому что она была прервана в центре перед воротами Дмитрия Корнилова. Внимание, бросок издали, ух ты! А почему бы и нет? Почему бы за считанные секунды не пристрелиться, как сделал Хисамудинов, но вновь Валишин спас. Через минуту возвращаемся на лед. 3-2 впереди УФСИН. Возвращаемся на лед малой арены. Уфа-арена. Интереснейший поединок и третий период. Решающий в этой дуэли. Заберет ли УФСИН победу? Сейчас-то мы и узнаем. Есть бросок в исполнении Артура Гильванова с кистей без размаху, и на месте Дмитрий Евгеньевич Корнилов. Возобновляется встреча в неполных составах. 4-4 играют команды, потому что по 2 минуты получили и Мухаммед Гареев, и Рэпш за неспортивное поведение. И на площадке простора, свобода, и внимание, Хисамудинов выходит 1-0, бросает поворотом, 3-3. 3-3. И что творит сегодня Денис Нагимович? Это определенно лучший игрок в составе БГК, как минимум, потому что вся острота исходит от него. Несмотря на то, что у него красуется шестерка на спине, это больше номер для защитника в хоккее. Он нападающий, и бросает он много. И уходит от оппонентов на широком шаге, потому что выделяется он на фоне остальных ростом, который у него великий. И несмотря на то, что на Хисамудинова двое висели, все равно он смог уйти от них и реализовать выход 1-0. Внимание, еще один бросок поворотом, и Валишин справляется с угрозой Казакова. И развеселый хоккей мы с вами смотрим. Внимание, еще один момент, и ох, какая красота! И какой Корнилов! Красавец, если бы отразил и этот бросок, но недолго равенство у нас сохранялось на табло. 4-3. УФСИН в очередной раз выходит вперед, и Андрей Кочетков, как же предугадал он рикошет
после спасения Дмитрия Корнилова. И вновь, обратите внимание, бьют хоккеисты УФСИН низом и находят лазейку в щитках Дмитрия Корнилова. 4-3. Да, качели, чувствую, будут у нас веселые до самого конца этой схватки. Ну а что? УФСИН максимально настроен продлить свою победную серию, которая началась еще в декабре. Ну а БГК хочет, наоборот, эту серию-то прервать, как мы и говорили, потому что есть шанс на третье место. И вновь Корнилов на месте, и вновь добивание. И вновь на месте Дмитрий Евгеньевич, отразивший 2 подряд броска и щитками, и ловушкой. Браво! Опять повторюсь, сегодня вратари демонстрируют потрясающий уровень. И 13 минут 50 секунд у нас остается до конца третьего периода. И то ли еще будет. Но обратите внимание, как только гости забили 4-ю шайбу, тут же полетели они забивать 5-ю. Потому что не удается никак командам сохранять минимальный переезд. Только забивает, как тут же пропускает, только забивает и вновь пропускает. И еще один бросок, и Корнилов шлемом отражает этот выстрел. И необходима небольшая пауза, чтобы Дмитрий Евгеньевич мог прийти в себя, потому что, да, каска спасает от травмы головы, но, сами понимаете, если бросок приходится в голову, особенно вот с такой дистанции, которая сейчас была, то небольшие такие потряски есть в голове. И вновь Корнилов на высоте, вновь он спасает свою команду от неминуемого гола. И что у нас? Во-первых, пауза и удаление. Еще одно в этой встрече. И на 2 минуты отправляется игрок хозяев Владислав Габдулин. Сегодня он уже отправлялся на 2 минуты вместе с Рэпшем. Они главные грубияны этого поединка, если позволите так выразиться. И Игорь сегодня отбыл 4 минуты штрафа. И Владислав отправился на еще 2 минуты. И, внимание, бросок в касание. Но шайба своевременно не легла на крючок. И Муфтахудинов тоже не закрыл. Внимание, Хисамудинов шайбой. У него классная скорость, классное владение. И Вербин бросает. И не попадает в створ. Или же Валишин даже сыграл выше всяких похвал и выручил свою команду. Бросок, подставление, рикошет. Но до створа шайба не дошла. И обратите внимание, несмотря на то, что сейчас формат игры 5-4, все равно БГК находит возможности для контратак, находит возможности для того, чтобы выходить в чужую зону и вот так опасно атаковать. Тагиров, бросок со встречного угла на месте. Корнилов, еще один бросок, еще добивание в исполнении Артура Гильванова, но уже защитники помогают своему высококлассному вратарю справиться с угрозами. Кто достанет шайбу, и прямо на синей линии достал ее Евгений Столовин, но опасного момента из-за этого извлечь не получилось. Хисамудинов, лидер команды, отдает передачу на партнера, бросок поворотом, и вновь на месте Вильдан, вновь он отражает бросок в сторону, и вот так по борту можно выбросить в чужую зону, благо правила башкирской хоккейной лиги позволяют это делать. Если в большом хоккее уже давно бы свистнули проброс и вбрасывание бы вернулось в зону УФСИН, то в любительском хоккее можно так выбрасывать шайбу, и ничего за это не будет. Пупшев устремляется по флангу, убрал он Мухаммед Гареева с пути. 3 секунды до появления Габдулина, и появляется на льду Владислав. Попытка броска в сторону ворот, но блокирует сей бросок Рустам Усманов. Еще один бросок, рикошет. Чей подбор? Подбор за УФСИН. Передача на дальнюю штангу, и своевременно отбрасываются защитники БГК, но еще момент опасный не закончен. И Габдулин, свежий, полный сил, устремляется вперед, бросает в сторону ворот, и
спасает свои владения. Никто иной, как Вильдан. Валишин и отбрасывается Уфсин. И это время они используют с максимальной пользой, дабы освежить пятерку. Тем более сегодня хоккеисты белых цветах прибыли с двумя пятерками. Бросок поворота. Вновь Корнилов на месте. Еще один выстрел. И вновь на добивание оказывается Гильванов. Но со второй попытки отправил шайбу чуть выше перегладин. Тагиров отправляет шайбу на партнера. Внимание, вновь Тагиров и бросок в дальний угол. Опасно это было. И несмотря на то, что Дмитрий Корнилов реагировал на этот выстрел, все могло быть. А это же заход до шедевр. Но не сумел отправить шайбу в уголок Артур Гильванов. Но тем не менее появляются все больше дыр на последнем рубеже у БГК. Как, например, сейчас и можно было завершать здесь все и сейчас. Но Рэпш не попал в угол. Тагиров бросает поворотом. Шайбу взмывает воздух. Ух ты! И даже на момент показалось нашей комментаторской позиции, что шайба так зашла в ворота. И еще выстрел с острейшего угла от Артура Гильванова. Но ближний угол вратаря. И Дмитрий Корнилов его намертво закрыл. Впервые за долгое время Уфсин близок к тому, чтобы не разгромить оппонента. Сколько же уже можно окружать соперникам по 5 шайб и больше, при этом пропуская самый минимум. Вот недавно, например, 4 февраля Уфсин играл против Уральца, и игра совершилась со счетом 4-1. Более того, я вам скажу, Уралец первый период забрал со счетом 1-0. Но опять запас прочности на второй и третий период оказалось куда больше у Уфсин, чем у команды, представляющую интересы нашего Курултая. Вербин на Хисамудинова. Бросок в сторону ворот. И едва Вербин не подставляет клюшку так, что шайба едва не нырнула в незащищенный уголок. Но что не было, того и не было. Зато сейчас возможна опасная контратака. Уфсин 2-2, но нет, никто не поддерживает Горбунов, кроме Кочеткова. И Горбунов и так может все сделать сам, но Корнилов вновь закрывает ближний угол и оказывается прав. 7,5 минут до конца третьего периода. Счет у нас по-прежнему минимальный. 4-3. Впереди Уфсин. Вербин набирает ход по флангу. Отдает передачу на Хисамудинова. Хисамудинов разворачивается. Габдуллин предлагает себя, но в итоге находит более классный вариант событий. И Габидуллин шикарный бросок нанес. И ух ты! И вот так вот игроки Уфсин выбрасывают шайбу. Если в предыдущее мгновение Рэпш выбросил шайбу на трибуны и за это получил 2 минуты, то сейчас хоккеисты Уфсин отправили шайбу к себе на скамейку запасных. И, понятное дело, за это никто 2 минуты давать не будет. Кто выиграет вбрасывание? А вбрасывание выиграет башкирская генерирующая компания. Усманов накроет синюю линию. Нет, не накроет, потому что Тагиров его обокрал. Набирает классную скорость, режет угол, и это удаление. Это удаление, потому что задержал соперника руками сзади Ильдар Мухаммед Гореев. Но, опять же, не умаляем заслуг Дмитрия Корнилова, потому что этого удаления могло и вовсе не быть, потому что вновь случилось добивание с убойнейшей позиции, и Дмитрий Евгеньевич в очередной раз продемонстрировал чудеса реакции и в очередной раз спас свою команду. БГК выигрывает сбрасывание и не сумел закрыть синюю линию Антон Муфтахудинов. Вышел из ворот Валишин, отдал передачу на Рэпша. И, внимание, Тагиров, выход 2 в 1 есть у Уфсин, и можно забивать, и нету гола. Шайба не хочет лезть больше ворота. Внимание, Муфтахудинов, что придумает он? А он сделает передачу на Рэпша. Рэпш, бросок, и вновь выстрел заблокирован. И тем не менее, хозяева шайбу даже пока в нейтральную зону вывести не могут. Тагиров выписывает кружева. Ах, как бы головокружения не было бы после них. Внимание, бросок, добивание, еще один бросок, и на месте в очередной раз Дмитрий Корнилов. Не сразу зафиксировал он шайбу, не сразу он ее
прижал ко льду, но тем не менее. В очень непростой ситуации получилось у него это сделать, и небольшую передышку получают хозяева. Она им очень важна. Во-первых, грязное время идет, а значит, время удаления Мухаммедгареева становится все меньше и меньше во время паузы. Ну и во-вторых, важно подышать после такого активного напора. УФСИН. Передача на Тагирова. Еще один пас на пятачок. Откровенно хотели уже затолкать Каучука и снаряд в ворота БГК. Хоккеисты в белых цветах, но не получилось это сделать. Пихенько сыграл отлично на перехвате и отбросил шайбу через сторону. Рэпш. Бросок по воротам, но после рикошета игровой снаряд взмыл в воздух. Тагиров ищет продолжение атаки. Валишин уже постукивает клюшкой по льду, тем самым предупреждает, что Мухаммедгареев вот-вот появится на льду. И вот он, Ильдар. Наверняка хоккеисты БГК его заждались и в полном составе играют хозяева. И вот когда, как не сейчас, отправиться в атаку, навязать свою игру и, может быть, даже, почему бы не отправить Дмитрия Корнилова на скамейку запасных, а вместо него выпустить шестого полевого. Если рисковать, то по-крупному. Но пока хозяева на это не решаются, оно и логично, потому что для начала необходимо закрепиться в зоне оппонента. Вербин, сегодня он же отличался заброшенной шайбой, и Валишин спасает. Так, внимание, вновь толчок в спину. На сей раз под раздачу попал Наиль Габидуллин, потому что Наиль отчетливо ехал на Валишина. Понятное дело, что нападающий БГК не хотел ни влетать во вратаря, ни травмировать его, но хоккеисты УФСИН на всякий случай закрыли голкипера и тем самым оберегли его от теоретической опасности. И понять гостей тоже можно. Передача с неудобной руки в район Горбунова. Пупжев Павел также отправил шайбу в левую от себя сторону. 2 минуты с небольшим остается до конца третьего периода. Вербин входит в зону, поддержит его и Габидуллин, и Хисамуддинов, но отдает передачу на Габдуллина, ютившегося на синей линии. Вновь Хисамуддинов, и, конечно же, теперь пора главной ударной силы. Внимание, бросок опасный! Но бросок оказался заблокирован. И вот теперь самое интересное, дорогие друзья, по регламенту Башкирской хоккейной лиги последние 2 минуты третьего периода идут по чистому времени. И ой-ой-ой, как не попал Габдуллин, незащищенный. Угол не успел Вильдан переместиться туда и закрыть его. Вербин с шайбой подбивают его сзади по рукам и, более того, толкают. И удаление фиксируется в составе УФСИН, но Корнилов не стал останавливать игру. Ждет, когда будет касание или нет, или не будет удаления. Нет, дорогие друзья, ни о каком удалении речи не идет. Можно играть, показывает арбитр. Это мне сначала показалось, что судья готовится поднять свою руку вверх, тем самым предупредить об игровом времени. И пауза. Проброс. И вот теперь финальный отрезок проходит по формату большого хоккея. 30 секунд использует БГК. И интересно, на самом деле, мне даже будет послушать, о чем беседуют хозяева, потому что активно орудует планшетом главный тренер, в то время как УФСИН взял эту паузу чисто для того, чтобы перевести дух и подышать. Ну а БКК точно не до отдыха. Им необходимо спасать непростую игру, и времени для этого достаточно. Но вот что интересно, покинет ли свои владения Корнилов? Да! Дмитрий Евгеньевич отправляется на скамейку запасных, и ва-банк отправляются хозяева. Все или ничего.
И чтобы добыть все, конечно же, важно, эту самую планку риска поднимать. Бросок, Валишин на месте. И вновь останавливается время. В матче 56 секунд до конца третьего периода. Ни в коем случае не оговариваемся, мол, 56 секунд остается до конца матча. Здесь еще ничего не решено. Валишин не стал прижимать шайбу ко льду. И проброс очередной в исполнении УФСИН. Гостям крайне важно сохранить победный счет на табло, поэтому им позволительно выбрасывать шайбу в чужую зону именно так. А вдруг еще и попадут, а вдруг пятую забьют, потому что Корнилов точно уже возвращаться в ворота не будет. Нет, в этом смысл. Ну а хозяевам важно бороться за каждую шайбу, вгрызаться. Не, как, например, это происходит сейчас. Внимание, бросок по воротам, Валишин. Вновь Валишин срывает все голевые планы хоккеистов БГК. Вновь Наиль Габидуллин нашел убойную позицию для броска. Вновь бросил он с кистей в излюбленной для себя манере, но Вильдана так просто не пробьешь. 35 секунд до конца третьего периода. И болельщики гостей все громче и громче поддерживают своих. Понимают они важность финального отрезка, который тяжел как с физической точки зрения, так и психологически. Габдуллин отдает на Пихенько. Вновь Габдуллин, но последний за шайбу зацепиться не смог, но и гости не сумели шайбу вывести под борту. Хисамудинов хладнокровно вернул ее в зону. Бросок по воротам, рикошет. Мимо ворот, и 9 секунд остается до конца. И вновь проброс. И 4 секунды остается до конца третьего периода. Знаете, с одной стороны кажется, что хозяева обречены. Но давайте вспомним континентальную хоккейную лигу. В этом сезоне Локомотив забивал после вбрасывания за 2 секунды до конца встречи. И вот сейчас будет бросок по воротам, подставление, все. Удалось УФСИНу продлить свою великолепную победную серию. И спасибо БГК за такую классную игру. Навязали борьбу лидеру и едва не отобрали у него очки. Классный хоккей мы с вами посмотрели. И в этом прекрасно башкирская хоккейная лига. Жаль, что сегодня только один матч запланирован, и больше игр мы этим вечером не увидим. Но тем интереснее будет дальше, в другие дни, потому что развязка близка. Ну а с вами был Илья Антипин. Всем спасибо за внимание. Любите хоккей. Пока-пока.